Все, что накопил за всю жизнь, 235 тысяч рублей, отдал мошенницам 91-летний пенсионер, житель Челнинского поселка Сидоровка. Отдал сам, поверив, что две его гости – сотрудницы социальной службы, и пришли они к нему помочь. Но на деле было иначе. Когда понял, что обманули, позвонил в полицию. Подозреваемых нашли, но вернуть все, что они забрали у дедушки, стражи порядка не смогли. Вероника Гайнудинова о схеме обмана. За что задержали? Взяла у дедушки денег. На допросе честно рассказала, как обманули пенсионера. Две сестры, одной 37 лет, другой 31. В Татарстан приехали, видимо, на заработки. Где родились? Самарская область, Александровка, Ставропольский край. Образование? Никакой. Отсутствие образования не помешало придумать, как обмануть мужчину. Они пришли к пенсионеру домой, представившись работницами социальной службы. И сообщили, скоро будет денежная реформа. Если не успеть обменять наличные на талоны, можно потерять все сбережения. Пенсионер поверил, за его жизнь подобных реформ было много. Он, не раздумывая, принес все – 235 тысяч рублей и отдал их незнакомкам. После пересчета денег и оформления бумаг мнимые соцработницы удалились. Через некоторое время хозяин квартиры решил проверить свои сбережения, обнаружил пропажу денежных средств и обратился в полицию. Подозреваемых задержали. Одна из женщин ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Похищенное изъято частично. Удалось вернуть только 170 тысяч рублей. Остальное злоумышленницы потратили. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские предполагают, что эта кража может быть не единственной, совершенной подозреваемыми, и просят всех, кто пострадал от их действий, обращаться в управление уголовного розыска МВД по Татарстану по телефонам, указанным на экране.